В январе 1943 года британская армия продолжила наступление в Ливии. 23 января она заняла Триполи и в начале февраля пересекла границы Туниса. В начале 1943 года американский генерал Дуайт Эйзенхауэр объединил под своим командованием все союзные войска в Северной Африке. В марте 1943 года британская армия возобновила свое продвижение, а уже 13 мая немецкие и итальянские войска капитулировали. Через 2 недели пало правительство Бенито Муссолини, и Италия вышла из войны. В июле-августе 1943 года американцы захватили южную и центральную часть архипелага Соломоновы острова. Одновременно с данными событиями войска Красной Армии усиленно готовятся к наступлению. Уже 3 августа 1943 года красные перейдут наступление на Белгородско-Харьковском направлении, а затем овладеют Белгородом и чуть позже Харьковом. Дела на театре военных действий у Сталина идут отлично, хоть и с огромными потерями. Самое время думать о победе и о том, что делать после онной. Возвращение на родину закаленных в боях бойцов Красной Армии грозит тирану большими неприятностями. И мелкий уголовник, достигший мирового масштаба, может закончить свои дни, как миллионы советских граждан, расстрелянных по его приказу. Он прекрасно осведомлен о настроениях в рядах Красной Армии, а значит, надо действовать на опережение. И не было сомнения у Сталина в том, что, вернувшись с войны, победители потребуют сатисфакции за репрессии и расстрелы до войны, за заградотряды, за бессмысленные и бездарные потери их побратимов в войне, которую Сталин развязал вместе с Гитлером. Сталин в срочном порядке начинает план геноцида под видом депортации отдельных народов, от которых, на его взгляд, исходит угроза, а также решает взять под контроль умы верующих, которых физически не в состоянии уничтожить. За время войны воинствующий атеизм не только угас, но даже появилось понимание к чувствам верующих, в том числе к мусульманам, которые в советско-нацистской войне внесли большую лепту в дело победы над нацизмом. Для обуздания ислама в СССР в июле 1943 года Сталин вызывает в Кремль 85-летнего Альфонса, по совместительству исламского религиозного деятеля Эшона Бабахана. Сталин лично приказывает ему создать орган для контроля за мусульманами, а также мобилизовать мусульманских женщин и стариков для помощи фронту, тем самым поднять в том числе авторитет старого исламоеда среди мусульман, воюющих на фронте. Тут стоит напомнить, что уже в 30-е годы в СССР были закрыты все медресе, а все религиозные ученые и студенты расстреляны или сгинули в концлагерях ГУЛАГа. После постановления Совета народных комиссаров СССР от 10 октября 1945 года об организации медресе в Бухаре и Ташкенте, Эшон Бабахан начинает свою антиисламскую деятельность на законных основаниях. Для этого открывается Среднеазиатское духовное управление мусульман. В 1946 году в Узбекской ССР открывается медресе Мир Араб. Стоит отметить, что товарищ Бабахан ни разу, ни одним словом не заступился за мусульман, над которыми сталинская власть учиняла геноцид. Мир Араб было единственным мусульманским средним учебным заведением в СССР до 1989 года. Выпускниками медресе в советский период были такие известные псевдорелигиозные деятели, как председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнуддин, так называемый президент Чеченской Республики Ахмад Кадыров, а также муфтии Азербайджана и Казахстана. Возможно, кто-то скажет, может, Дум зародилась по приказу Сталина, но потом добрые люди восстановили чистоту в рядах данной организации. На что я приведу случаи из жизни, рассказанные мне человеком, который не солгал за свою жизнь ни разу. Итак, один очень набожный отец, посвятивший свою жизнь служению Господу, решил отдать своего сына в то самое единственное мусульманское учебное заведение медресе Мир Араб. После года обучения, сразу после экзаменов, отец приехал в Бухару забрать сына на время летних каникул домой. После непродолжительного разговора отец попросил сына рассказать о успехах в учебе. На это сын рассказал интересный случай, произошедший с ним на экзамене.
Во время экзамена, когда студент собирался мыслями, сидя напротив преподавателя, бородатый светоч ислама под столом протянул ему что-то. И какое же было удивление молодого человека, когда он увидел, что протянут ему стакан, наполненный красным вином. Тут следует отметить, что алкоголь в исламе категорически запрещен. На этом учеба в самом чистом исламском из всех единственных медресе в СССР для молодого студента закончилась. Очевидно, что ГБшный тест студент и его отец не прошли. Забегая вперед, будет уместно процитировать слова экс-президента Чеченской республики Ичкерия Зелимхана Индарбиева, взорванного российскими террористами вместе со своим 13-летним сыном в Катаре в 2004 году. Отвечая на вопрос одному из российских СМИ, он сказал: «Кадыров с 1981 года, когда в Чечне молиться было запрещено, сотрудничает с КГБ. Мы узнали об этом в 1996 году, когда Шамилевская бригада захватила Грозный и архив КГБ, но не сразу с ним разобрались». Ахмад Кадыров учился в том самом единственном медресе «Мир Араб». В те же годы, когда в «Мир Араб» учился ушедший непобежденным гриз гранит науки, исламских наук, сегодняшний руководитель сталинского духовного управления мусульман Равиль Гайнуддинов. Как и отец-основатель Дум товарищ Бабахан не помогал даже словом угнетенным мусульманам, также и Гайнуддин не имел привычки перечить кураторской конторе и никогда не произнес хотя бы слово против убийства мусульман на Кавказе за все эти годы. У Духовного управления мусульман есть свой филиал во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия. Место Ахмада Кадырова после его безвременной кончины в данной ГБшной организации с 2005 по 2014 годы занимал муфти Султан Мирзаев, который почти за 10 лет службы запомнился только лишь провокационным выступлением в центральной мечети, где он возвел ложь на русского исламского проповедника-добровольца, примкнувшего к исламскому подполью на Кавказе Саида Бурятского, Александра Тихомирова, и призвал присутствующих возразить ему. В зале нашелся молодой человек, который возразил. Его тут же схватили и уволокли российские боевики. Через несколько дней наивно поверивший муфтию парень был убит, а его переломанное бездыханное тело продемонстрировали по марионеточному телевидению с комментариями о якобы ликвидации опасного террориста и пресечении попытки террористического акта. За труды во благо родной конторы преступник Мирзаев был награжден орденом имени Кадырова. Но затем Мирзаев по какой-то причине был изгнан с хлебного места, и его место занял другой исламоед Хейтанаев, который также прославился не наставлениями и спасением душ людских, а участием в избиении и изгнании из страны неугодных оккупационному режиму граждан чеченского государства. Особую известность данный персонаж приобрел в конце 2016 года, когда на волне преследований родственников убитых и задержанных по подозрению в нападении на коллаборантов в Грозном организовал в населенном пункте пригородный исход. Тогда Хейтанаев призвал местных жителей проклясть весь род Зелимхана Бахарчиева, которого российские власти убили и назвали организатором атак на себя. В соответствии с российскими законами сегодняшней Чечни Бахарчиевы были изгнаны из республики. И вот на смену такой кампании пришел самый мудрый и святой, но иногда не умеющий правильно произнести суру из Корана Салах Межиев. В народе по-простому прозваны Салахом Лубянским. Этот деятель отличается тем от предыдущих, что ходит, опираясь на посох, как монах из Шаолиня. Он встречается с военным преступником Башаром Асадом в Сирии, а отправляя чеченских солдат умирать за Путина, выносит фетвы о мусульманском священном долге перед Россией и обещает стопроцентный рай тем, кому доведется вернуться обратно из священного Шама в цинковом макинтоше. Он умеет привлекать внимание своим важным видом и пританцовывать во время шиитских церемоний. При этом стоит отдать должное, удачно попадая в такт. Также данное лицо при возможности имеет желание видеть страны Европейского Союза, правда не всегда успешно. Если бы мы не знали, откуда берутся кадры для сталинского духовного управления мусульман, то мы могли бы задать наивный вопрос – почему о таком великом ученом ислама нам не было известно ничего ранее? Возможно, он работал над трактатами, о которых мы скоро узнаем,
А пока будем довольствоваться тем, что нам вещает сам товарищ Межиев и ФСБшная пропаганда. Важно напомнить, что все несоответствующие ФСБшному исламу во временно оккупированной Ичкерии проходят перевоспитание в российских застенках под чутким контролем сталинского филиала ДУМ и непосредственно Салаха Межиева, который наравне с убийцами несет ответственность в соответствии с международным правом за массовые убийства и пытки в Чечении. Адвокат-правозащитник Аслан Арцуев, Германия, Гамбург.